Всем привет! Наши власти тратят большие деньги на строительство нового здания для президентской администрации, на полеты на частных самолетах и даже хотят купить самолет. Но в то же время испытывают сложности при выплате текущих перечислений по долгам. Как наше правительство выполняло свои обязательства по долгам в 2022 году, смотрите в нашем расследовании. Ноябрь 2020 года. Перед Садыром Джапаровым президентские выборы. Он исполняющий обязанности главы государства и правительства в одном лице. Журналистов беспокоят слухи о том, что якобы Кабмин хочет передать месторождение Жетимто Китаю в счет долгов. Спасибо, хороший вопрос. Ни 1% от Жетимто и даже ни одной щепотки песка оттуда не отдадим. Сами будем разрабатывать или из других источников оплатим долги. Мы ищем пути, как вернуть долг Китаю. Есть другие способы, нерешаемых проблем нет. Мы их тоже решим. А как насчет долгов? Это почти 5 миллиардов долларов. А тут амбициозные планы. Опять же, из уст Садыра Джапарова. Егерде сиз президент болсоңор, 5 жылдын ичинде биз төлөйбүз. Туурабы? Кудай буйрса, уже биринчи 5 жылдыкта биз сырткы карыздан кутулабыз. Есть соседи побольше и побогаче нас, и даже им не удается. В любом случае, Джапаров сказал, что в течение 5 лет закроет долг. Мужик сказал, мужик сделал. Но пока что руководство страны во главе с Садыром Джапаровым вместо этого набирает новые долги. И это факт. Дальше вы узнаете, что даже на текущие выплаты по внешнему долгу пришлось брать деньги в долг. И при этом нарвались на проверку со стороны Международного валютного фонда. Дальше будет интересно, оставайтесь с нами. Друзья, благодаря вашей помощи мы можем продолжать создавать качественные расследования и делиться с вами правдой. Если у вас есть банковская карта, то вы тоже можете оказать поддержку нашей общей борьбе против коррупции. Больше информации вы найдете по ссылке, которая появится в левом верхнем углу. А еще мы хотим поближе познакомиться с вами и узнать, что вам нравится в нашем контенте, а что можно улучшить. Для этого мы составили анонимный опрос, и мы будем очень благодарны, если вы найдете время, чтобы пройти его. Продолжаем. 30 июня 2022 года в здании парламента перепалка между депутатом Арсланбеком Малиевым и главой Нацбанка Кубанычбеком Беконтаевым. Парламентарий предложил брать деньги в бюджет из золотовалютных резервов. Давайте, вот чем брать у кого-то кредиты под высокие проценты, под 2-3% и так далее, давайте лучше мы возьмем у Нацбанка. Временно будем использовать. Почему такие вот вещи не предлагаете? Держите это самое, как собака на сене сидите, держите на этих миллиардах, 2 миллиардах. А экономика страдает, президент каждый день ищет, премьер ищет деньги. Глава Нацбанка сперва преподал базовые уроки экономики депутату о том, зачем нужны золотовалютные резервы. Цели правительства в данном случае мы должны обеспечить стабильность цен. Все наши резервы, они являются обеспечением сомовой денежной массы, которую имитирует Национальный банк. И в целом мы сохраняем стабильность. Ценовая стабильность – это основа макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста. Поэтому закон специально принят именно Джорку Кенешем, что мы правительству никакую финансовую помощь оказывать не можем. Но депутат Малиев не унимался, и вот тогда-то глава Нацбанка после продолжительной паузы поделился очень важной информацией. Арсланбек Касмаконович, я вас опровергну, значит, они использованы, резервы. В частности, в прошлом году Международным валютным фондом в наши золотовалютные резервы было передано 170 миллионов СДР, это эквивалент 240 миллионов долларов. В этом году эти СДР переданы правительству
Это эквивалент примерно 240 миллионов долларов, и они используются на развитие страны. Но как так? Вначале сказал, что это незаконно, а дальше, что все-таки дали денег из резерва? В Конституционном законе однозначно это прописано. Национальному банку запрещается предоставлять кредиты и гарантии Кабинету министров Кыргызской республики, в том числе для финансирования дефицита республиканского бюджета. Эта операция отразилась и в отчете Международного валютного фонда. Что мы узнали из отчета? Что 13 миллиардов сомов из этих средств потрачено на выплаты внешнего долга в 2022 году. Оставшиеся 7 миллиардов сомов будут также направлены на выплату внешнего долга в 2023 году. Транзакция была осуществлена на основе решения Кабинета министров, решения Комитета по бюджету, экономической и фискальной политики парламента и юридического мнения Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры, которые утверждают, что данная транзакция не противоречит местному законодательству. Но МВФ все же сомневается. Там не верят даже нашей прокуратуре и даже нашему Минюсту. Вот и прописали в отчете, что все перепроверят. Персонал МВФ посоветовал властям предоставить анализ законодательства для подтверждения обоснованности проводимой транзакции и будет продолжать следить за этим. В этой связи персонал МВФ также проинформировал власти о предстоящем обзоре МВФ использования распределенных в 2021 году средств. А теперь разберемся, что это за деньги. В 2021 году Международный валютный фонд распределил деньги в виде валюты МВФ под названием СДР. Это была поддержка в ответ на пандемию COVID-19. Первоначальная цель – укрепить золотовалютные резервы стран. Это те самые 170 миллионов СДР или 240 миллионов долларов, о которых говорил глава Нацбанка. In August 2021. В августе 2021 года Совет директоров МВФ принял решение о крупнейшем в истории распределении СДР, эквивалентно 650 миллиардам долларов. Это распределение между 190 странами было принято, чтобы удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в пополнении резервных активов. Пока они лежат в резерве, они ничего стране не стоят и обеспечивают стабильность экономики, и даже приносят какой-то процент прибыли. Но как только ты меняешь СДР на другие валюты и тратишь, например, на выплату внешнего долга, то тогда вступает другой механизм, аналогичный обычному кредиту. If a member exchanges its SDR, Если член МВФ обменивает СДР на свободно используемые валюты, то его запасы СДР и проценты, полученные от этих запасов, уменьшаются. Если запасы становятся ниже изначально распределенной суммы, то участник должен заплатить процент на дефицит. Проценты определяются Международным валютным фондом еженедельно. Если в прошлом году эти деньги были дешевыми и доходили до ставки 0,05%, то в этом году он составляет 3,75%. И это больше, чем процент, под который мы брали кредит, например, у Китая. Не говоря уже о курсовой разнице при обмене СДР на другую валюту. Так на что потратило эти деньги наше правительство? Опять же, все есть в отчете МВФ. В мае 2022 года было подписано соглашение о передаче владения распределенных в 2021 году СДР от МБКР к Министерству финансов. Передача идет плавно и поэтапно. Около 2/3 распределенных средств была выбрана Министерством финансов в 2022 году для выплаты обслуживания внешнего долга. Более того, в отчете написано, что на выплату внешнего долга в 2022 году из этих денег потрачено 13 миллиардов сомов. Напомню, что на внешний долг в прошлом году было потрачено 22 миллиарда. То есть больше половины суммы выплат – это деньги, по которым мы также платим проценты. Кудай буйрса, уже биринчи 5 жылдыкта биз сырткы карыздан кутулабыз. Мужик сказал, мужик сделал. Ну а пока не получается как-то. Даже на то, чтобы выплачивать текущие выплаты, наше правительство берет деньги под проценты. Мы, в свою очередь, как журналисты, будем внимательно следить за этим вопросом. Почему это важно? Потому что президенты меняются, а долги у государства остаются. В далекие 90-е легендарный парламент сделал Национальный банк независимым,
от правительства. Ну, чтобы в будущем как раз таки обезопасить нашу экономику от рискованных решений Кабинета министров. Друзья, если вы еще не подписаны на наш канал, то призываем вас это сделать, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Поделитесь с друзьями, чтобы больше людей узнало правду, и оставляйте ваши комментарии. С вами был Болот Темиров, до новых встреч.